Привет, друзья! С вами Одинокий Джесс. Я уже неделю нахожусь в городе Бангкоке. Некогда было выйти в эфир с вами поговорить по душам, но благо повод дал себя знать, так как в конце октября трагически дать истории ингушского народа. И я решил немножко высказаться по этому поводу. Не стал далеко идти, сразу там несколько дней я смотрел, вот как это реагируют ингушские СМИ на это событие, и я немножко пролистал Магаз ТВ, телекомпании Ингушетии, и вот, вот на фоне всего, что я увидел, я решил сегодня немножко с вами поговорить на эту тему. Тема, конечно, очень такая, как сказать, трагическая, в любом случае трагическая и с той стороны, с ингушской, и с осетинской. Правда, мы так не узнаем, скорее всего, потому что это случилось в далеком 1992 году, когда это было трагические 90-е, когда многие народы выявили желание как бы свободы, независимости, но Ингушетия сама вышла из Чечено-Ингушской республики и решила создать свою республику, свою государственность. И это же годы 1992 год, это трагическая дата создания Ингушетии и трагическое событие в пригородном районе Северной Осетии. Мы знаем истории ингушей, как их взгляд на это событие. Оно из года в год повторяется, геноцид, какой-то геноцид ингушей. Конечно, громкие слова. В наше время можно этим словам очень легко разбрасываться. И я так думаю, вот даже через 32 или 30 лет вот этого трагического происшествия, 33 года трагического происшествия, точка над «и» еще не поставлена. И давайте немножко пойдем по этому курсу. Вот видите, я сперва хочу вам рассказать про свое место локации. Я, в центре города нашел Ибисталь, я в Париже жил Ибистале, все было окей, окна на Эйфелевую башню, очень понравилось Ибистале в Париже, и я решил в Бангкоке то же самое, красивые картины, решил снять Ибисталь с балконом, она была такая, это почему-то так они сказали, что это чердачный, и вот это. И у меня была такая фантазия, что окно возле ванны, окно, и я там принимаю душ видом ванну, видом на Бангкок, такие фантазии у меня разыгрались. И я снял вот этот номер, видите, я вижу только паркинг, и там снизу тоже то же самое паркинг, и сверху вот какие-то здания офисные. Это так как это паркинг, одноэтажный паркинг, который небоскреб, сзади стоит небоскреб огромный. И вот к нему при приложении, и вот между этими небоскребами, этими паркингами, сжато вот внутри вот этого двора находится вот эта гостиница Ибис. Вот такой вид. Бангкок известен топ-локациями, и я очень рассчитывал за эти деньги, которые я отдал премиум,
короче, вот этот гостиницу, что я видом на Бангкок, что я могу вот так сесть и разговаривать с вами, поговорить, честно, желания даже нет. Я вчера ночью снимал, почему-то я передумал его выставлять в эфир. Лучше я сегодня днем поснимаю, хотя я спешу. Мне сейчас сегодня надо идти в самый большой рынок или Чамачак рынок, вот я собираюсь идти, хотя я все куплен уже давно, очень много вещей, 1000 батов я уже отдал, но все равно, на всякий случай, хотелось бы туда пройти, но это тоже далеко ехать, но ничего, постараюсь поехать там, может еще я не решил, ну посмотрим еще. И можно полезно с приятным пойти в салон, вот этот спа-салон, массажный, спина немножко можно подправить, подлечить себе спину. Ну вот такой. И такой попал в гостиницу, первый раз в своей жизни я в дворе. Представляете, огромные деньги отданы ни за что. Вот они этим балконом меня приманили. Сзади это здание, такой топ-локации, прекрасный вид. А вот я вижу вот этот паркинг. Огромный парк, я такой еще паркинга не видел. 11 этажей. Ну вот такое. И вот это мой балкон. Типа тут видите какие натопленные стулья, хотя на фотографии очень шикарная мебель, дорогая мебель, все красиво. Может, в других у них вот эта локация, но на нашей стороне нет. Я смотрел все балконы, нет таких стульев, такой мебели, таких видов. Ну вот такой, к сожалению, попал на эту гостиницу. Ну ничего, скоро езжать, потом, надеюсь, мне достанется другая, более-менее гостиница. Вот такие. Ну, давайте возвращаемся к событиям 1992 года. В ингушских СМИ ее не называют, район пригородный не присутствует слово Осетия. И человек, который мы, люди той эпохи, можем представить, что это был ингушо-осетинский конфликт, где из этого пригородного района, где пострадали ингуши и осетины. Конфликт это всегда жертва с обоих сторон, не только с одной стороны, как это хотят преподнести ингуши. Вот такой. Ну, начнем. И Магаз ТВ минутный ролик, минутный вот это, 1 минута событий осени 92 года и какой-то зикр вот это, как будто бы события 1944 депортационно. Вот в этом русле депортационного вот это, с праздничных мероприятий, трагических мероприятий, не праздничных, это же не праздник. И вот эту русле вот этого депортации, вот так была вот эта картинка, ничего не говорится о причине конфликта, ничего. И потом, думаю, надо еще идти дальше, еще много роликов посмотрел, там 3-минутным был, 5-минутные потом появились. И жертва этой трагедии рассказывает, почему-то рассказывает, ну, понятно, без слова Осетии, без слова, вот даже в некоторых местах не упоминается пригородный район, просто майское какое-то село, это надо самим догадываться, это село Ингушетии, это село Осетии, или это село в Кабардино-Балкарии, или это село в Черкесии, или в Дагестане, Чечне. Майское село, и человек, представляете, должен догадываться сам, додумываться, где это село находится, где это трагедия, какая это была трагедия, тоже непонятно. Травмные мероприятия, тоже, вот знаете,
для участников тех событий, типа меня, я-то могу это сразу понять. Вот молодежь, которые школьники, вот это, как они это могут понять, как это расшифровать, вот эти новостные эти строчки, тоже непонятно. Ну, думаю, ничего, наверное, такая вот, не хотят ворошить прошлое, думаю, но это правильно, потому зачем вот это плакать, зачем вот это. Ну, решили так, решили. Потом я думаю, я же видел, это напоминает мне события осени 92 года. И я сразу вспомнил, что я 4, 5, 6 лет назад смотрел эти телевизионные сети, и там вот это такая же формулировка присутствовала. Думаю, да, какая центр, федеральный центр так сказал, никаких вот это, миритесь, у вас отдельный штук, у вас отдельно, вы соседи. Скорее всего, такая установка, что не надо возбуждать людей, но это тоже я понял, потому что у нас тоже в Чечне прошла 2 конфликтные войны, но тоже мы не так часто это все это вспоминаем, да, мы помним все, потому что мы были все живые свидетели, почти все живые свидетели этих страшных событий, нам не надо напоминать, вот мы это знаем в подробности. Но вот этот, потому что в 95 году было, в 2000, 2009, 2008, 2006, 2007, это события, которые не так давно по историческим меркам происходили. Мы это помним, и нам, чеченцам, не надо объяснять, что была Первая Чеченская война, была Вторая Чеченская война, и последствия этой войны, зачем они были, кто их начал, кто сопротивлялся, кто вот это, кто убивал, кто истязал, кто в лагерях мучил. Вот понятно, это везде все описано, весь мир об этом знает. И вот события Ингушетии, это какое-то очень давно произошло, 33 лет тому назад, и то это происходило в маленьком промежутке времени, 6 дней, я не знаю, по-моему, 6 дней это происходило, и вот это же не годами, как Чеченская война, которая происходила годами, и весь мир каждый день жил этой трагедией. А тут что-то произошло, да, это тот момент, это люди помнили, а потом через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет об этом мало кто вспоминает, мало кто помнит, потому что это быстрое событие, это очень забыто. И вот я, сидя, свидетель тех событий, сидя вот новостных, вот я не увидел вот, объяснений, я не понял, что это за события, почему они произошли, кто вот, не было ничего, просто трагические события осени 92 года. Ну хорошо, это прям попускаем, ну, понятно, вот это понятно, кто виноват, кто не виноват. Очень сложно сейчас в нашем мире. Вот потом я углубился, думаю, надо смотреть, все равно мне делать нечего, сижу в гостинице. И очень много посмотрел вот этих репортажей, а не просто имени ингушских, и кавказских, которые с этим событием. И очень много интересного я нашел. Давайте сперва и вот эти события осени трагические 92 года, сразу снова какой-то ролик попался, форум народов Ингушетии. Потом думаю, как это народы, разве там присутствуют народы Ингушетии? И думаю, надо посмотреть, мне самому стало интересно, какие народы на территории Ингушетии могут проживать. И у меня просто отпала челюсть, когда я полностью этот фрагмент вот, ингушского телевидения просмотрел. И оказывается, на территории Ингушетии проживает 18 народов. Это народы представлены каких-то
ассоциаций, я не знаю, как это называть, каких-то вот этих, не просто так, и эти структуры решили устроить вот этот форум. И я сейчас думаю, сейчас перед самым началом назовут чеченцы, которые проживают там массово, там 10-20% населения Ингушетии чеченцы, 100 тысяч человек. В самом Ингушетии они призывают 500 тысяч человек, 100 тысяч уже чеченцы, 20% населения Ингушетии это чеченцы. И думаю, сейчас сперва назовут чеченцев, понятно, потом русских, потом могут назвать этих осетин, и больше там никто и не проживает так такого. Там же, потому что сверху Осетия, Чечня, даже у них нету границы Ставропольской, русском, или даже нет границы Ставропольской, потому что сверху Чечня с Осетией замыкает этот северную границу, а снизу Грузия, а там у них нету вот этого, там очень маленький участок земли в Иракском районе, и нету вот этого, как сказать, нет вот этого, как у чеченцев, у осетин, там горы присутствуют, да, грузинские горы, границы присутствуют, но нет вот этого взаимосвязи с грузинами. И потом думаю, интересно вдруг стало, откуда взялись эти 18 народов. И самое интересное, ролик сразу на территории, слушайте, только падайте со стулов. Какие народы проживают. Это дикторша, это ингушское государственное телевидение говорит, что на территории Ингушетии первой назвала азербайджанцы, все народы, кроме чеченцев. Представляете? Забыла мадам, что чеченцы как будто бы природы не существует, на территории Ингушетии они не проживают. Про чеченцев ни одно слово. Про все народы сказала, я даже не собираюсь экзотического. Вот это да, три азербайджанца, которые приехали к вам на шабашку строить эти ваши дачи, вот этих бюрократов, которые все у вас крадут. Или они, которые на ваши свадьбы ресторанах это азербайджанский плов готовят. Какие азербайджанцы? 3 азербайджанца, это ваш народ, 2 узбека, 1 таджик, вот это вот, которые пришли вам работать, вот это, как вот пришли, вот какие у вас народ, кроме чеченцев, кроме осетин и кроме казаков русских. Вот это ни слова про осетин, ни слова про чеченцев, даже ни слова про казаки сказали, вот это русские, вот чеченцев просто забыли упомянуть репортаж. Вот это очень странная, мутная схема. И вот потом я думаю, может, я в чем-то, я думаю, сейчас я хотя бы смогу вспомнить 10 народов, которые проживают на территории Чеченской Республики. Вы знаете, я не смог никак вспомнить. Аварцы живут, да, кумыки, нагайцы, татары. Вот это сообщество, у них есть, как это ингушеты, они говорят, 18 сообществ. Откуда они взяли это казаки, да, присутствуют. И вот откуда они взяли 18 народов, кроме чеченцев. Чеченцев существует, даже самый большой народ Ингушетии, это чеченцы, которые там проживают. Интервью никогда на чеченском языке они... никаких интервью, ничего, только русская речь, только ингушская речь. Вот у них вот так. И вот человек, представляешь, новости смотрит, любой другой, вот не политически развитый или не агрегированный человек, просто простой бывает местные ингушки, вот он смотрит свои новости, и он сразу говорит, какие народы проживают. И он считает, что чеченцы это не чеченцы, это ингуши, которые стали вдруг чеченцами. И вот это хотят видеть, вот такие тонкости.
И вот это хотят сказать, что это нет, это не чеченцы, это ингуши. Вот они и осетин себе всех приписывают, чтобы стать великой нацией. И вот такой. Но это еще ничего, думаю, вот странно, конечно, вот эта вот дискриминация, вот с селами там присутствует, Карабулак, какая-то часть населения чеченцы. Везде эти чеченцы, но вот природы их для ингушей, они не существуют. Даже не упомянули свои вот это, что проживают чеченцы. Массовом количестве, там самый большой народ, который проживает в Чечне, русские-то уехали. Хотя у вас не было войн, ничего, вы их выжили. Вот это. Там был еще один ролик ингушского телевидения, этот Магас ТВ, пропоминать. И вот это, какие-то карабалаки, какие-то личные споры, какой-то, хотя дом, где в основном проживали русские, но вещи обещали, ветхий дом, конечно, аварийный дом, скорее всего, но если это аварийный дом, надо людям же представить другое жилье, они наняли каких-то гопников, и их, чтобы выжить их оттуда, криминально, как в стиле 90-х годов, криминальные разборочки, и короче, это русские, 2-3 жительницы этого дома говорят, какие-то чеченская милиция пришла, хотела нас выкинуть на улицу, представляете? Я потом удивился, думаю, как это? Представляете, это твари ингуши, вот так это, когда нужно что-то сделать, а как эта чеченская милиция могла бы оказаться на территории Ингушетии? Что она делала в городе Карабулаке? И вот нас хотела, чеченская милиция хотела выкинуть домой. В республике Ингушетия. Они ингуши, не ингушская милиция, они ингушская власть, а чеченская милиция. Точно такой же вот и сейчас вот этот кавказский вот эти сайты, думаю, сейчас какой-нибудь ингуш да выскочит. У нас-то понятно, вот чеченцев, этих провокаторов, этот Руслан Кутаев, вот этот Тумсо Абдурахманов, их много-много, Халитов, Малитов, их много, а вот ингушей, они не так могут разбросаться вот этими спикерами, у них их нет, но есть один спикер, сторонник независимости Ингушетии, Ансар Гаркхо, короче, был репортаж, что ее жены, сестру там ФСБ, такое вот это, их испугнули, вот это родственника, вот это, дали репортаж, ну такой небольшой скандальчик. И вот этот Гаркхо с самого начала я-то не посмотрел бы полностью этот его репортаж, вот это там 30-40 минут, вот это и какой-то знаменитый вот кавказский какой-то ресурс медийный. И вот он решил, и вот с меня резало ушко. О событии Ингушетии 33 лет тому назад, там говорят сотни убитых, тысячи, представляете? Говорят тысячи пропавших без вести, короче, геноцид ингушей, там, все это, все вот то, все вот это. И вот вылез вот этот сторонник независимости Ингушетии, этот Гаркхо и Ансар Гаркхо, да. И он начал рассказывать историю Ингушетии с царских этих Кавказской войны до наших дней. Меня вот это репортаже, что резнуло ухо, вот это говорят, вот этот комментаторы к этому интервью, говорят, да, Джохар Дудаев испугался, хотя он был генералом, но он испугался, это имеется в виду, чеченцы испугались, не стали помогать ингушам, это их не провокации, а самые ингуши, которые в Грозном десятками тысяч жили,
Почему они не взяли в руки оружие? Оружие можно было купить в любом рынке, в любом виде. И вот это пойти защищать свои своим Ингушетией и свой город Грозным заполнить этими ингушами. Это нормально, а почему-то чеченский президент должен защищать ингушей. Вот это, они же ушли от нас, они же сказали нам goodbye, а при чем мы? Вы же ушли из Чечено-Ингушской республики, была Чечено-Ингушская ССР, потом она преобразовалась после референдума 1991 года, референдум СССР, Чечено-Ингушская республика, потому что статус автономных республик приравнили после этого референдума статусу союзных республик. Вот это, и вот этот как это, вот, сейчас, ну, вот Гаркхо, вот этот сторонник независимый, и вот начал рассказывать, это же даже сами осетины виноваты, это такая политика имперская, ну, понятно, осетины не виноваты, чеченцы, да, виноваты, что они не стали за защиту бедных ингушей, чеченский генерал Дудаев виноват, чеченцы виноваты, а вот ингуши ни при чем. Осетины тоже ни при чем. Это сверху, откуда-то с Москвы. Это вся вот это с Москвы. Вот они их мучили, они их истязали. Русские, да? По-моему, там русских не было. В пригородном районе русские, они проживают. И вот понятно, подмен понятно. Вот потом думаю, да, пусть говорит, думаю, я потом думаю, коснулся депортации, как ингуши стараются, независимости, бедные, всю жизнь можно подумать. Я думаю про себя, оказывается, не похлеще чеченцев стремились это зависеть. Почему они у меня резонный вопрос возник, почему они тогда не воевали, не пролили капли крови, почему на территории вашей такой свободолюбивой Ингушетии никаких действий не происходило, ничего, кроме вот этого Деникина от Грозного, 100 дней боев в Грозном провел, вот когда он возвращался себя и вот там какое-то столкновение местечковое, и вот это вся военная рать Ингушетии. И вот он начинал, все вспомнил. Как это бедные ингуши страдали, мучились, как они стремились к этой зависимости, так долго шли к этому. И потом с депортации обратно приехали. Конечно, он забыл упомянуть, что они сразу, когда они приехали обратно, в Грозном устроили манифестацию, чтобы преобразовать, им не понравилось, что снова Чечено-Ингушская ССР, когда восстановили в 1957 году, 1957, они захотели, чтобы было сперва Ингушия и Чеченская республика. Вот это им не понравилось, они устроили в Грозном демонстрации, но их послали 3 буквы, и звать их никак, и никто не. И они-то 5% населения Чечено-Ингушской ССР, они не представляли. Они жили в этой Осетии, вот это природный ангуш, вот там. Они все жили, и вот это, поэтому 92 год получилось. Если они нет, они же кунаки этим осетинам. И вот такой тонкой, хитрой политики осетины ни при чем, это ни при чем. Я не говорю, что соседи осетины при чем. Мне тоже кажется, они ни при чем. Вся вина была ингуши. Вот они решили эту провокацию устроить, они решили все сразу взять. Они же любители легкого наживы. В это сразу. И там сепаратизм вот это в Сунжинском, Малгобекском районе. И когда вот в 92 году вот это случилось, конфликт между Осетией и Ингушетией, и вот эти все беженцы заполнили этот Сунжинский район, этот Малгобекский район, бывший Дахский. И, конечно, сейчас основное население этих районов Ингушетии, потому что Чечено-Ингуши только в Грозном уезжали. В своем Назране, на Назранском районе вы не хотели жить.
И вся, вот 100, почти 100 тысяч человек проживало вот это в Северной Осетии. Почти 50-60% населения проживало в Северной Осетии. И вот это у вас странности, конечно. И сейчас, конечно, мы говорим, это наше, видите, мы живем тут, это наше. Это ваше, потому что вы беженцами пришли, вот это. Но это вот это, и главное, вот 73-й год, сейчас я думаю, сейчас он скажет. Конечно, сказал сторонник независимый. Представляете, и вот я такое еще не слышал. Я слышал много вариантов, такой вариант я не слышал. Этот ингуш говорит, не стесняясь, что они эту демонстрацию строили, чтобы город Владикавказ, слушайтесь, город Владикавказ, район присоединить к Чечено-Ингушской ССР. Представляете? Они хотели, чтобы своим братьям-чеченцами жить вместе, дружбой. И я потом думаю, я вообще ошеломлен, думаю, вот это такого оборота, я еще, они даже, да, ваш Идрис Базоркин, это я писал, что ли? На 70 страницах Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза направил вот этот Идрис Базоркин, осетинский писатель, и вот эти другие ваши ингуши, пожалуйста, как обстоятельства, вас дискриминируют типа Чечения и Ингушетии. Вы хотите отделиться от чеченцев, или вторым, во-первых, вариант создать ингушскую автономию. Если это не получается, сразу почему-то у вас не получался. И второй вариант у вас какой был? Осетино-Ингушская ССР. Хотели войти в состав Северной Осетии. А вот этот чел, который сторонник независимости и вот это таких сглаженных острых углов между двумя этими народами. Ой, послушай, как будто бы ингуши, ой, такие народ, такие вот эти. Но я не буду углубляться в вот эти тонкости ингушской идентичности. Мы знаем, кто вы такие, откуда вы пришли, какие у вас были стремления. Нам, знаете, вы вот каждый спик, они же врут, когда ты врешь, ты же не смотришь, где правда, где ложь. Ты начинаешь врать, и тебе это кажется правда, потом начинаешь каять, потому что если бы вы не врали бы, товарищи ингуши, у вас как-то сходились бы концы, у вас концы не сходятся, потому что по документам вы хотите чеченцев, вы не любили, чеченцев вы терпеть не могли, вот, просто мечтали присоединиться к Северной Осетии. По документам Советского Союза, вот, вы туда писали, ваши жалобы в открытом доступе, и мы это можем проследить. Вот на ваших вот этот сторонник зависимости Ингушетии, скорее всего, связан с этими ичкеринцами, евро-ичкеринцами. И вот он такой братский чеченский отношения. Вот это бедные несчастные ингуши, представляете, митинговали, чтобы присоединить этот пригородный район, город Владикавказ, Чечено-Ингушская ССР. Это я впервые слышу. Почему об этом нужно говорить вот в такой трагический момент, тоже непонятно. Вот они вот так лгут, вот каждая версия, каждая вот это, и подстраиваться. Как они тоже раньше вот так и подстраивают под царскую вот эту власть, под царскую администрацию. Вот они всю свою жизнь вот так. Чеченцы плохие, чеченцы изверги, чеченцы обреки, а мы такие хорошие, мы такие пушистые, дайте нам возле Азраны земли, дайте нам пригородные районы, вот мы хотим там жить, мы хотим тут жить, мы хотим там жить, мы будем молиться на вас, Аллаху, Богу, за батюшку царя. А этот сторонник зависимости Гарху пошел дальше, они типа хотели ингушей делать христианами, да, это, в это что-то тяги, это христианство, можно было промолчать,
ни одно, вот он, это, знаете, это 40, почти 40-минутное, очень такое просторное выступление. Они говорят про свободу, независимость Чечни, как они вот это не только что ингушское, на фоне этой ингушской, и вот какие они хорошие братья. Я думал, я очень многому всему удивлюсь, но вот такое я впервые слышу, в такую наглую ложь. И это они все врут, они друг друга, они контролируют. Когда ты открываешь эти ящики Пандоры, и ты можешь все что угодно говорить, конечно, у тебя открывается это окно Овертона, ты пускаешься во все тяжкие, грязные. И я, чему мне удивляться, я тоже не понял. Вот такое дела нашим. Потом это Артем решил этот митинг Азрани участвовать. Полиция его не пропустила, бедный, несчастный, стал снимать ролик. Меня не пропустили на этот митинг. Они не имели права. Знаете, ингуши на своей вот ты, русский, не имеешь права там бегать с этой камерой и там искать хороших ингушей и плохих ингушей. Вот ты это так делаешь. Вот эти хорошие, вот эти плохие. Почему-то хорошие, у тебя все вот эти ксенофобы, вот эти нормальные, завистливые, вот эти у тебя хорошие ингуши. А плохие у тебя власть, вот это все плохое. И ты вот, это неправильно, они не были в милицейской форме, они не представились, и вот начал качать права Ингушетии. Я потом не удержался, сперва не хотел ничего комментировать, вот это. Потом я тебе написал, надеюсь, ты это прочел мой совет. Мой совет тебе взять свой чемодан, вокзал Краснодар. Это еще ничего. Это ты легко отделался, дорогой мой. И тебя могут пришить статью за экстремизм против ингушей, и тебя посадят в тюрьму. Мой совет тебе, ты не забывай, в какой стране ты живешь в России. Просто будет указание, и тебя возьмут. Ты думаешь, ты суперзвезда Ингушетии, они не посмеют. Да, не посмеют. Какая ты звезда? Если ты был бы ингушом, что-то там, человек 100, может быть, вышел бы за твою защиту, так как ты русский, и тебе они используют эти их, как бы, подстилочки. Подстелился, и ты думаешь, ингуши будут тебя защищать? Ты им никто. Ни один человек не выйдет за то, если тебя арестуют, посадят в тюрьму, ни один ингуш не выйдет за тебя. Да, в социальной сети там скажут пару слов, на второй же день тебя забудут. Как забыли они чеченцев, которые с ними веками живут рядом. Вот они их забывают даже в своих репортажах, вспоминают про 3 азербайджанцев, которые проживают на их территории, вот эти приехали беженцев, я не знаю, кто они там. Гастарбайтеров они не забывают, а вот местное свое население, чеченцев, всегда это у них забывчивые люди, забывают про них говорить. Ну, вот такое. Вот такое. И тебе кажется, я бы на твоем месте, дорогой Артемка, уехал бы в свой Краснодар. Знаете, там тоже очень известные блогеры проживают. Давиденки, ты слышал, наверное, их мать была очень известная блогерша. Там 2-3 миллиона подписчиков в Краснодаре. Она проживала, она сейчас, Царствие Небесное, она умерла несколько лет тому назад, год или 2 года назад, по-моему, умерла. И вот ее сын, это Дима, и вот эта Люсена, вот невеста, жена этого сына, вот они ведут сейчас другой блог, Давиденкин, о связи. Вот они рассказывают город Краснодар. Огромный город,
Леон, я не пойму тебя, зачем тебе это ингушское, описывать Ингушское горе, вот это, комментировать вот это. Парень с Алтая, из Краснодара, вот Ингушское горе тебе. Они, знаете, и не только Ингушетии, и в Чечне, и в Дагестане, и в Северной Осетии намного красивее, и в Кабарде, и в Балкарии, и Карачая, Черкесии, и Адыгее. И непонятно твой вот этот узкая направленность. Я мог бы понять, ты женился или вышел замуж, там, я не знаю, как у тебя там это, у тебя не было бы, у тебя была биография, там, ЗАГС, паспорт. Я могу понять, что ты прикреплен к этому участку, но, дорогой мой товарищ, ты ни при чем там. И звать тебя никак. Это сейчас они тебя используют, тебе Артем, суперзвезда. Тебе кажется, что ты звезда, но и мой совет тебе, беги оттуда, дорогой мой. Беги. Как все другие тысячи русских, которые там всю свою жизнь прожили, ты-то времени, жилец там в 2018 году, 2017, вот прибежал, вот это, решил заступать за этих ингушей. Они только своих признают, только своих. Свои наркоманы им ближе, чем порядочные русские. И свои проститутки, которые... Они их будут защищать. Тебе никто не выйдет, не пойдет за тебя в тюрьму. Защищает твою честь. Так что беги, Артемки, беги. Мой тебе совет, честно, от всего сердца, как кавказец, как чеченец, я тебе даю бесплатный совет. Собери свой чемодан, от греха подальше, не жди. У нас примеров, знаешь, сколько этих примеров? Это великих русских, ты-то никто, вот этот, как закончил Алексей Навальный, мы видим, как вот эти все другие Кати, Мацы, это за них весь мир заступался. Госсобертан США не будет за тебя заступаться, не будет тебя обменивать русскими агентами. Ты никто знает, ты простой блогер, и таких блогеров миллион.